Помните, мы писали безумное количество примеров орудного, так сказать, и равнительного падежей. Смотрите, что это у нас? Что здесь у нас понятно? Есть какие-то понятные вещи? Так, 3 частицы под окном. Что у нас дальше? Какие понятны частицы? Вот эти 3. Дальше что может быть? Как вы думаете? Как называется? Кто-нибудь может прочитать, как они называются? Там смягчение есть или нет? Как будет? Ди. Не ду, а ди. Генду. И дальше что идет? Какая-то у нас, но мы этого еще не проходили, сейчас пройдем. То есть у нас уже было, и вот они все 3 появились. Вот Т, такая вот была, и вот такая. Указывает на то, что еще не все закончено. Но не пишите сейчас, мы это будем проходить. Просто я вот, чтобы вам было понятно о том, что это такое. Потому что до этого, помните, у нас было вот эта вот частица, она еще может быть чем? Тот. Не показатель, а он может быть указательным местоимением. Тот. Вот это тот, а это? Этот. Чтобы не путали, чтобы здесь вы не подумали, что это тот, это частица. И теперь смотрите, вот эти частицы кям, ам, ям, 3, они называются ген, это украшение. А ды что такое? Нет, не перед, собирать. Собирать, правильно. Смотрите, как мы пишем глаголы. Первое, что у нас писалось? Что у нас первым писалось? Правильно. Где у нас здесь будет будущая форма? Как она читается? Ду, без смягчения. Остальные будут с смягчением. И какая у нас сейчас написана форма? В настоящее время. Генду, собирать украшения. То есть это собирающие скорее. Генду. А чего 3 тогда? Чего 3? 3. Чего 3? А догадайтесь? 3 украшения? Нет. Да? Нет. Вообще мы только что, конечно, об этом говорили, вот буквально секунд 60 назад. И все же. 3 частицы. И какие? Генду. Ну, понятно, название. Вот. Перед. Да. Да. Теперь понятно. Теперь да. Отлично. То есть как бы это все... Да. Я понимаю, это вербализация, это отлично. Так вот, эти 3 частицы имеют много всяких значений. Но в частности, первое значение это также. Также. То есть что-то там также, а также и так далее. Сегодня мы разберем, наверное, только вот это вот. Не будем больше ничего разбирать после стресса вашего. Наверное, не стоит. Следующее, второе значение. Однако, хотя. Теперь смотрите. Ам имеет значение вот это вот в низком тоне.
она имеет значение или. Как? Или. Или. Какое это значение получается? В смысле? Третье. Третье. Это, может, потерялись уже на третьем-то. А вот также и однако это получается для них для всех или Да. для них для всех? Или имеет обычно только значение в письменном языке. А в разговорном вот эта частица, смотрите, если она пишется вот так, яна, это тоже будет иметь значение или. Написали? И теперь давайте запишем, как они ставятся, и попишем примеры, пока у нас там есть немножко времени. Сегодня я подзадержался на Большом проспекте Васильевского острова, благодаря транспортной ситуации. Поэтому у нас пара получается немножко несуразная и короткая, но ничего. Написали? То есть я постепенно постараюсь писать, смотрите, это очень важно, я постепенно постараюсь писать все формы глаголов, которые попадаются в нашем грамматическом тексте. Так как текст грамматический, глаголов там должно быть немного, и большей частью они будут одинаковые. Они будут повторяться. Поэтому я вас прошу выписывать их в отдельный список и заучивать. Это то, без чего мы в будущем не сможем читать тексты. Если вы хотите читать и переводить тексты для себя, нам придется их выписывать и заучивать. Нет никакого другого способа их заучить. Нет никакой парадигмы, никакого правила, с помощью которого можно было бы заучить, как образуется форма этих глаголов. А как их лучше выписывать? Ручкой, Ну, я название. имею в виду вот настоящее, прошедшее, будущее. Ну-ка, скажите, как нам лучше их выписывать? В каком порядке? А, будущее. И повелительное наклонение. Да, сперва будущее, потом настоящее, потом прошедшее и повелительное наклонение. В разных словарях попадается по-разному. Я уже говорил, потому что порядок этих форм может быть разный в разных словарях. Но мы будем писать именно так. Будущее, настоящее, прошедшее, повелительное наклонение. И это тот порядок, которому мы будем все время следовать, и только в этом порядке мы будем выписывать. То есть, видя вот эту вот строку, вы сразу будете понимать, где у вас будущее. Написали? И для себя постепенно выводите, я уже это подчеркивал, но постепенно привыкайте. Я не думаю, что вы сразу привыкнете, ну, это сразу и не случается. Запоминайте, смотрите, в будущем что у нас происходит? Есть ба, но ничего. Нет вообще никакой предписной. Смотрите, в настоящем что у нас вдруг исчезло? Ну, предписная какая? Да. Здесь у нас, смотрите, в прошедшем что вдруг появилось? И то, и другое, но предписная какая? Для некоторых глаголов, особенно с надписной «са». Еще раз напомню. С надписной «са». Для некоторых глаголов вот эта парадигма будет всегда такая. И смотрите, что у нас произошло в повелительном наклонении? И какая? «Са». Давайте я напишу еще один такой глагол. Написали? Смотрите, настоящая форма глагола – практиковать, делать, достигать, все что угодно. Вот такой глагол у нас будет. Как будет он в будущем, предположите? Ба будет впереди, вот это ба исчезнуть не может. Могут исчезать только да и са, вот такие вот вещи. Ба сама исчезнуть не может, поэтому получится, смотрите. После ба что-нибудь появилось? Нет. Будущая форма. Смотрите, здесь нет, а здесь есть. Теперь в прошлом, что в прошедшей форме, что у нас будет? Ба осталось. И появляется, смотрите, са. Это прошлая форма. Видите, она самая длинная.
А что будет повелительном наклонении? Правильно. Понятно? Давайте посмотрим еще один глагол подобный. Подумайте над ним сами. Смотрите, есть такой глагол. Провозглашать, озвучивать, звучать. Что у нас будет в будущем? Ба появляется. А в прошедшем? Только са появится. А в повелительном? Ба отваливается. А в повелительном будет вот этот щик? Что я говорил про щик? Традиционно она пишется, когда мы пишем эти формы глаголов, но на самом деле она не используется в... То есть она не обязательна. Я просто писал и сейчас давайте напишу, потому что привычка у меня такая. Ну и здесь как раз напишем. Понятно с этим? И вот так вот для себя давайте выписывать будем глаголы, потому что некоторые из них не будут следовать этой парадигме. Я еще раз говорю, это вот для тех глаголов, которые пишутся с надписной «са», которых не так много. Ну и, соответственно, зачем нам нужны еще, зачем нам нужно помнить, после каких ставится «да» и «са» янджуки, то есть постпредписные. Потому что они не везде могут ставиться, поэтому их не везде стоит ожидать. Потому что в некоторых случаях они просто писаться не могут. Написали? Почти. Давай. А первый какой перевод? Достигать. Достигать, практиковать, обретать. Несколько значений. Написали? А бывают простые глаголы? Вот мы с вами пишем простые глаголы. А еще проще. Но я уже говорил о том, что уважительные глаголы очень часто повторяют свою форму. Повторяют свою форму, и у них все 4 формы сходятся. Но они нам сейчас не интересны. А это обычные были? Да, это были обычные. Которые из текста собили? Какой у вас вопрос? Гю. Это что? Какой перевод у этого глагола? Гю. Вот. Джуп. Угу. Я перепутал. Джуп. Скажите мне перевод. Собирать, это из текста, который украшение собирать, но его рассмотрели еще разные формы. Нет, не тот, который из текста. Вот который... Который достигает практиковать этот. Или дö. Вот это. Достигает практиковать, обретать. А можно повторить правило вот с надписной «са» для глагола? В чем там? Давайте я уже допишу тогда. Я начал писать, я допишу и потом повторю. Хорошо? Да. Ну, я надеюсь, все понимаете, что мы пишем материал для следующей контрольной, которая будет у нас в конце апреля. Я надеюсь, это очевидно и прозрачно.
Давайте переписывайте и вместе переведем. Напишем пару примеров. Уже 20-27. Займу еще минут 10-15 вашего времени. Я очень рад видеть, что вы все пишете в тетрадях этот текст, хотя у всех у нас может он быть и в распечатанном виде. Но я говорил уже, чем больше мы пишем, тем это лучше для запоминания. Тем лучше мы будем помнить этот текст, тем лучше мы будем помнить, как пишутся слова. Это очень важно. Я уже говорил, что в свое время в детстве мы переписали очень много текстов. Переписать восхваление 21 тары это было не проблема. Просто садиться. Счастливое у вас детство было. Да, детство у нас было ой-ой-ой. Табуретки летали у нас над головой. За невыученный урок тибетского языка. Видите, как я к вам? С добротой, лояльно. Пластиковые стулья не пролетают у вас. У нас недостаточно заслуг. Так это же казенное имущество. Почему казенное? Это Сережное имущество. Вот. Я могу выплатить ему стоимость пластмассового стула. Александр Македонский, конечно, герой, но зачем бы стулья ломать? Написали? Вот это все? Нет. Ну, пишите тогда. Пишите. Я чувствую, у нас всегда есть Люда. Та или иная. Пишите. Это у нас строка какая-то, да? Их 3 здесь. Их здесь у нас 3. Так, давайте переведем. Что у нас здесь написано? Первая строчка. Что-нибудь понятно? Так, после чего? Так, пишется, что у нас? Ям пишется. Дальше. Не знаю, может быть, вам легче будет запомнить. На – это я. А наморала – это очень русский глагол в прошедшем времени. Да, вот наморала. Что после этого что пишется? Ям. И дальше то, что, я думаю, все уже отлично помнят. Как переводится это? Окончание что у нас стоит? Или ям. И как они пишутся, вы, наверное, можете уже догадаться. Написали вот это все? Я стираю, и сейчас мы будем писать примеры. Готовы? Поехали. Что-то не совсем догадывается. Раньше А в слог входило, но тут А с А. Как оно может войти в слог? Как это будет читаться? Как думаете? Где же здесь да? Так, минутку. Та. Вот это вот та. А вот если вот вместе вот это вот все. Там. Что это будет значить? Там, это значит и конец также. Там. Ну, может, конечно, значит, хотя и конец, но здесь зависит от контекста. Надо смотреть по контексту. И это же самое могло как написаться? Хаям. Но это, по-моему, очень несложно. Это понятно, да? Слава Богу, это несложно. На самом деле, чем мы сейчас с вами занимаемся? Вот есть такая частичка, пишется после этого. Вот есть такая частичка, пишется. Это не высшая математика, часть. Вот есть такая частичка. Здесь
Вы надо просто их написать пару раз, запомнить и все. Написали, ну давайте я из этого учебничка замечательного напишу пару здесь. Пару здесь. Примеров. Вот это слово как будет читаться? Да. В каком тоне? Высоком. Да, это значит стрела. Да, это значит стрела. И у нас получается down. А теперь давайте подумаем, что бы это могло значить. Последнее, что у нас стоит? И что это у нас? Ще? Нет. Повелительное наклонение. Нет, хорошо, пусть будет повелительное наклонение. Чего? Повелительное, это хорошее, конечно, будет. Повелительное наклонение. Чего? Нет. А это не получится. Ну же. Стрелок. Отлично. Нет, что у нас ще значит? Ну, давайте покопаемся. Что? Это не палка? Нет. Палочка у нас писалась с вами, как вы помните, наверное. Стрелял. Нет, ну давайте посмотрим, посмотрите по своим записям, покопайтесь. Там есть глагол. Можно вопрос? Вот только в этом случае с вот этими вот частицами такое произношение? Да, только с этими, да, только с этими. Больше таких случаев нет? Нет, больше нет таких случаев. Это вот они такие только. Ну, у кого есть словарь, можете в словаре покопаться. Собственно, я говорил о том, что надо сказать. Знать. Отлично. Неужели вы воспользовались словарем? Аллилуйя. Если не помните, ну смотрите в словаре тогда. Собственно, мы для этого я и говорил, скачивайте словарь, будем пользоваться. Значит, это знать. Что знать? Также И стрелу. И что это может значить, знать также и стрелу? Была такая девочка, звали ее Стрела, а он ее знал? Нет? Что это может значить? Стрелять может он умел. Да. Он знал, как он умел или знал, как стрелять из лука. Также. То есть, помимо всего прочего, он еще знал, как стрелять из лука. Он также знал, как стрелять из Просто лука. глагола стрелять нету, да? Глагол стрелять есть, но это вот такой вот у них тибетский язык. Это То есть, выражение устойчивое или это просто так и как бы... Нет, такой глагол. И глагол, он так присоединяется, то есть он так вот, так пишется. Вот этот глагол, он бывает... То есть это глагол стрелять. Уметь стрелять. Знать, как стрелять. Это глагол знать. Это глагол знать, да. Давайте еще один напишем пример. Что здесь написано? Нам рим. Произнесите правильно для себя. Нам рим. Не наан рим. Чувствуете, зубные все? Должна быть на слова, на залезе. Нам рим. Это как в английском, вот эти вот НГ. Не надо произносить наан рин. Вот это вот НГ, она должна произноситься правильно. Вы неправильно заучиваете, потому что в тексте. Следите за этим, иначе у нас будет не очень все хорошо. Что это значит? Вы все слова здесь знаете. Если не знаете, ищите в словаре. Если будете искать, что вы будете искать в первом случае? Вот это будете искать. Ищите, что там? Ну что ж, ты ж смотрите, что там слово. Мы писали это слово. Мы все писали. Нос. Так, давайте разберемся. Либо нос, либо ухо. Нос, отлично. А дальше? Длинный. И как это переведется?
длинный нос? Нос длинный. Нос тоже длинный. Намарим. У него еще, можно перевести как здесь еще. Вот видите, тоже можно еще перевести. То есть надо в контекст переводить. Намарим. И нос у него тоже длинный. Ну или можно сказать, что если у него там уши длинные, еще и нос длинный. Понятно? Это хорошо, что понятно. А у него как? Ну здесь подразумевается, конечно, здесь не пишется, что... Может, и не ее. Да, может быть и у нее. Да, конечно, будет, может быть и у нее, да. Здесь же непонятно как. Единственное, что в тибетском языке глагол не меняется по лицам, не меняется по родам. То есть это может быть и он, и она. Если нет местоимения, специально указывающего, то... Местоимение «он» и «она» различаются? Как? Местоимение «он» и «она» различаются? Да, конечно. Я их напишу позже. Не сейчас, а позже. Здесь нет ни одного слова, которое вы не знаете. Рассчитываю на ваш перевод. Я тоже пошел. Почему пошел? Иду. Я тоже иду. Что это такое? Все слова вы здесь знаете. Да, харму тоже знаю. Знаю. Здесь непонятно. Давайте будем переводить в третьем лице пока. Потому что, да, можно перевести как знаю. И я знаю, и кто-то знает. Здесь непонятно. Видите, местоимения же нет никакого, а глагол ни на что не указывает. Ну, давайте в третьем лице будем переводить. Потому что обычно, когда мы читаем тексты, там большей частью говорится о ком-то еще в третьем лице. Это закончение фразы, да? То есть, Да? то есть допускаются конструкции, когда отсутствует субъект. Конечно. В том числе, Есть ли в русском языке безличностные предложения? А почему в тибетском их не может быть? Ну, потому что он похож на китайский, а в китайском обязательно должен быть субъект. Ну, я вас прошу, не обязательно. Нет, не поэтому, потому что Сергей говорил вчера, что их там Похож на китайскую. Все? Написали? Я стираю. Все написали? Ну, хотя я могу ниже написать, в принципе. Давайте попробуем объяснить как можно больше информации, которая нам доступна из этого небольшого предложения короткого. Что у нас в первом случае? На первом месте что у нас стоит? Глагол. Еще что? А нам известно об этом слове. Глагол, отлично. Какое значение имеет? Так, давайте откуда там? Идти это. Идти в какой форме? По причине? Да. Да, правильно. Дальше у нас идет частица, которая будет и здесь иметь значение хотя. Уже не так же, а хотя. И почему здесь стоит кям? Посмотрите, кям у нас после чего должно ставиться? После да. Вот в современном языке написали вот так. А частица осталась бы та же. Почему? Потому что хотя мы ее не пишем, она очень часто подразумевается. Дальше что у нас идет? Ма, что это у нас? Отрицание. И дальше на последнем месте что у нас должно быть? Глагол, правильно. И какой у нас? Посмотрите. Какого будет он времени? Прошедшего по причине? Потому что байса. Байса. И вот видите, вот этот он глагол с надписной са, как я уже говорил. А теперь вот специально для вас. Вы спрашивали, смотрите.
Если у нас есть ба и са, это глагол прошедшего времени. То есть не глагол, а форма прошедшего времени. Если у нас исчезает ба, но остается са, что это у нас будет? Поверительное наклонение. Если у нас нет ни ба, ни са, что это будет? Настоящее время. И если у нас будет будущее время. Но это только, это именно для надписной сам. Да, только для них. Вот они, с ними удобно. Они пишутся, то есть для них парадигма всегда практически сохраняется. Единственное, в случае, когда есть надписная О, она исчезает. Сейчас я этот случай распишу, пока давайте переведем, что здесь написано. Здесь у нас было вот так. Что это значит? Давайте переведем. Что? Нет. Смотрите в словаре. Раньше не было таких словарей. Когда мы только-только изучали тибетский язык, словарь Даса это было абсолютное благо. Пребывать, приходить. Отлично. И что же? Вот здесь необходимо знать, куда она, к чему она относится. Здесь не хотя не пришел, а хотя я отправился, но не добрался, не пришел. То есть вот он куда-то выходил и по пути куда-то пропал и не дошел. То есть шел и не дошел. Хотя я отправился, не пришел, не добрался, не дошел. А они, эти частицы, всегда охватывают предшествующие? Да, вот это вот такой вот язык. По поводу синтаксического выделения не более-менее понятно? Вот здесь у них, да, всегда к предыдущему относится. Мат, да, мат относится к глаголу малин. Или здесь могут быть варианты? Нет, здесь вариантов не может. То есть ветвление всегда предшествующее. Да, то есть вот с этими частицами всегда она согласуется с... Они не неуловимы. Почему? А почему не хотя? Потому что они не имеют три значения. И здесь надо догадываться только по контексту. А лэп – это обыкновенный глагол или уважительная форма? Нет, это обыкновенно. Да. Причем леп, смотрите, обычно, вот я говорил вам, леп это значит приходить сюда. Вот с тибетскими глаголами есть такая тема. Вообще со многими глаголами в Азии есть такая тема. То есть чин это отсюда туда. Леп это оттуда сюда. Хорошо все получилось это? Видно? Да. Давайте я стираю. Как это будет читаться? Лоб. Какая форма глагола? Настоящий. Давайте посмотрим по словарю, что это может значить. Отлично. Как быстро. Смотрите-ка. У нас есть компьютерный лидер. Уверенно отрывается на ведущие позиции учиться. И что вам и говорил? Если у нас есть О, то в некоторых местах она будет отваливаться. То есть джимбу, гигу, шавкю, они всегда сохраняются. С наро с ней происходят метаморфозы. То есть она иногда исчезает, иногда остается. Как будет будущая форма? Ба будет впереди. Ба будет впереди. Смотрите. Что случилось с наро? Отвалилась она. Дальше что у нас будет? Какая форма? Что у нее будет? Где у нас наро? Отвалилась. А дальше что у нас будет? Только са. И смотрите, что у нас происходит? Вернулась.
Чтобы запомнить эту частицу, может вам поможет. Вот так же пишется и ша. А это как бы правило, что она в повелительном наклонении сохраняешь? Да, но не то, что правило, обычно это происходит так. В 90 случаях из 100, если в настоящем стоит наро, я говорю сейчас только о глаголах с надписной «са». Если в настоящем стоит наро, то, скорее всего, с уверенностью до 90% в повелительном наклонении у нас будет «о». А в будущем и в прошедшем она отваливается. Почему? Ну, так случилось. Ну, такие вот тибетские глаголы. Это очень употребимый глагол. Учиться, изучать, это очень... Есть даже значение преподавать. Из-за этого бывает путаница иногда. Непонятно, кто у кого, чего там учил, или наоборот, кто кому преподавал. Но запомните, самое главное значение – это учиться преподавать. Учиться? Учиться. Лоб, дан, лоб, дан, лоб. А учиться, еще раз учиться, ну, можно так, в принципе. Написали? И учить тоже, да? Да, но лучше учиться. То есть, пока запомните это значение, дальше в текстах будем встречаться. Я надеюсь... Извините, значение учить и учиться, оно меняется в зависимости от того, кто держал. Да, там можно, но я сейчас даже навскидку трудно, по примеру. То есть мы это будем с вами дальше проходить. То есть невозможно комбинация, когда на одном и том же падеже может быть... Знаете, там бывают очень странные моменты, я позже объясню. Там бывает, что он ему что-то объяснил, и не всегда понятно, в самом деле он ему объяснил или от него слушал. То есть я вот пару раз сталкивался с таким. А можно ли вот такие примеры? Я не сейчас, я позже объясню, хорошо? Прямо в тексте найду, и мы с вами сможем посмотреть. Так. Где есть какой-нибудь учебник с глаголами со всеми? Есть, да, конечно, полно. Есть специальные, это не учебники, это словари. Я потом как-нибудь могу вам принести. Да зачем принести? Я вам могу отправить. Вывесить. Ну я не знаю, кто будет учить их? Будете их учить? Ну, не в смысле, чтобы учиться, чтобы смотреть. А вы Да, вы сервис делаете, рамсарского учебника. Да, вот, можете. Это Вернее, какой учебник? рамсарский, пусть вечер. Ну, в принципе, его в интернете можно найти, можно писать название, он свободно скачивается. Этот учебник он Таши написал, да? Да, точно. Да, он везде И есть. там есть глаголы. Да, спешите название. Правда, единственное, наш преподаватель, который преподавал вот эти вот глаголы, глагольные формы, он не всегда был согласен с тем, как другие их писали. В смысле? Есть варианты, как писать. Давайте посмотрим, что здесь написано. Здесь опять-таки, вы, может быть, не знаете последнее слово, все остальные слова вы знаете. Я их писал. Если вы пороетесь и вдруг... Первое слово, что это, как читается, что это значит? К. А это не слово водный? Аллилуйя. С первого раза, смотрите, боже мой. Начну ковать медали, чувствую, скоро. Отлично. Слово Будды К. Это может быть и слово Будды, это может значить и приказ. Но в данном случае не суть важно, это можно и так, двояко привести. Второй глагол, вы знаете его? Даровать. Да. Кацельва – это такой оборот, это идиома. Кацельва – это значит либо произносить, либо в самом деле приказывать. Но обычно вот в сутрах кацельва – это значит Будда речил. То есть Будда произнес, Будда сказал. Какая форма этого глагола? Прошедший. Прошедшая почему? Потому что есть ба. Да, есть. Вот, это прошедшая форма глагола. И дальше у нас что идет? Человек. Нет. Посмотрите предыдущий пример. Что у нас там стояло? Отрицательное.
Смотрите, ма стоит у нас в прошедшем времени. Вот это то, что я забыл сказать. Для глаголов, перед глаголами прошедшего времени, для обозначения прошедшего стоит ма. Ми стоит всегда для настоящего или для будущего. И дальше у нас должен стоять глагол. Кто-нибудь знает этот глагол? И что сказать? Если не знаем, то что надо сделать? Смотри словари. Посмотреть словари. Понимать, а еще значение? Должен. Нет. Первое значение понимать, а второе? Ну же. Понимать. Понимать это. Слышать, ну, я не знаю, где там знать реализовывать. Обычно два значения. Го это значит понимать. Слышу, это должен быть глагол, вот у него. Слышать. Понимать. Вот два главных значения это слышать и понимать. Вообще вы знаете, может быть, в языках, в разных языках обычно существует три вида глаголов, которые обозначают понимать. Первое это вот, глаголы со значением схватывать. Ну, вот в английском, например. Это значит понимать. Второе это глаголы со значением слышать, которые тоже обозначают понимать. И есть глаголы видеть, которые тоже значит понимать. В тибетском вот это вот слышать. Слышать, понимать одно и то же. То есть, видимо, для понимания видеть, слышать и схватывать или как-то удерживать это было очень важно, как-то они имели такое значение. И что это значит теперь? Слово воду ты не слышишь. Как? Не слышу. И слово воду не слышу. Думаете? Неправильный перевод. Кому-то сказали, хотя я не понимаю. Так, минуточку. Кто сказал? Будущее время. Где там будущее время? Боже мой. Да. Не понял? Я говорил, вот эта частица к какому времени относится? Настоящему или будущему. Соответственно, а это какой глагол? Прошедшее. Ну так переводите. Так вот частица будущего. Почему? Она еще настоящая, но только Боже мой, как же с Не понял вами то, что- непросто-то. Не понял то, что сказали? понимаю. Да, вот и хотя, вот это здесь имеет значение, но это калька, вот то же самое было у нас только что. Хотя Будда и сказал, он что? Не понял. Не понял. Или не понимает, не понял. Не понял это прошедшее время, не понимает. Хотя ему и говорят, не понимает. Отражает нашу с вами ситуацию. Написали? Так, я так понимаю, у кого-то проблемы, кто-то не знает, как писать надписные. Надписные пишутся следующим образом. Вот, например, са, вот. Дальше идет га. Но он здесь не всегда сразу прибывает, почему-то вот. С га получилось. Понятно? Подписная здесь же. Понятно? С гра получилось? Ищем значение. Все знают, как подписные писать? Упс, извините. У всех словарем все знают, как пользоваться? Нет. У кого есть словарь? Если кто-то не понимает, как пользоваться, прям подходите со словарем, я объясню. Потому что это важно, чтобы вы умели пользоваться, это наш инструмент, это то, чем мы должны уметь пользоваться. Написали? А частицы отрицания только две. Ми и ма. По большому счету, да. Ми и ма. Ми к настоящему времени, а к прошедшему ма. Да, ма еще может ставиться в повелительном наклонении. Так, давайте еще напишу пару примеров небольших, и все, и расходимся.
Что здесь написано? Читайте. Кяпкянна. Ну, не думаю, что вы знаете какие-то из этих слов. Поэтому что мы делаем? Либо ждем, когда переведет сосед, либо переводим сами. Кто у нас в роли соседа сегодня? Кяп это не привязчивый? Еще значение, кроме зад. Еще значение. Есть там такое слово? Что? Спина, не спина, скорее всего. Или back должно быть. Имеется в виду как спина. Она, посмотрите, что там значит на, если это спина, что там спиной может быть? Значит, что мы будем искать? Существительное или глагол, или частица? Что мы будем сейчас искать? Глагол. Да. Нет. Тоже. Еще и спина будет. Тибетским занимаемся, еще и спина будет. Написали? Давайте закончим на этом предложении. Переводите. Есть словарь. Что там у нас получается с этим? Великий что? Извините, что? Это где там такие значения? Рост, размер? Где здесь рост, размер? Я не вижу. Ну, здесь glory. Glory у нас какое значение имеет? Вот все тоже смотрят на первое значение и пишут слава. И получается славный Махакала, славный. А на самом деле у этого глагола есть еще одно значение. Великолепие, красота, то есть он сияющий, великолепный, а не славный. Православный, что вы говорите? Православный Махакала, это вообще, конечно, сильно. То есть что получается? Пельян Че, как это переведется? Че, как вы перевели? Великий, быть великим, великий. Пельян Че, это значит? Блистательный. Ян, это, ну, здесь немножко по-другому надо перевести. Пельян. То есть его великолепие также. Да? Вот на этом прекрасном предложении мы с вами, наверное, пойдем по домам.
Так а это глаголы здесь? Вообще, вы знаете, во многих языках, и в частности, говорят в тибетском, многие, то, что нам казалось бы прилагательные, имеют значение глагола, то есть быть великим. Точно так же, как красный, то, что мы переводим красный, говорят, что имеет значение быть красным. То есть так бывает. Если кто-то знает китайский, то, наверное, вы об этом знаете. Ну что ж, давайте сделаем по-быстрому посвящение заслуг. Кто не доучил сегодня? Те, кто писал, но не дописал, бежал, но не добежал, хотя и отправился, но не дошел. Всем этим замечательным людям стоит доучить и такие на следующий раз знать эти вещи, потому что я полагаюсь на вашу честность, поэтому те, кто не написал полностью сегодня, в следующий раз я попрошу вас на следующий контроль написать все то, что вы не написали. Поэтому прошу вас. И вот это все надо заучивать. Частицы, после чего они пишутся, как они называются. Я не требую заучить текст, но частицы, после чего они пишутся, как называется, это то, что мы всегда заучиваем наизусть. Их будет не так много, я надеюсь, мы все это осилим, потому что мы уже близки к тому, что скоро начать читать тибетский текст. Я принесу кусок очень легкого тибетского детского текста, мы начнем его читать и переводить. Уже скоро наступят эти благословенные времена православного Махакала. Чанчоса Джорим Боджа, Магемана Кегюджа, Кеманя Мане Маян, Гудега Добиважо, Танеда Марим Бодж, Мадована Тугюджа, Томаня Маме Маян, Гудега Добиважо. Канера Бекурбеши Газо, Педан Дева Мане Джумяне, Ашене Диман Дезега. Шабесуде Мадады Гюджа, Жабе Бабоджи Даракимбадан, Кудоза Бодеян Деченде, Тедаку Геджазода. Гевани Данда Джерату Муайду Зоджаба Гевада Джагия, Мухагана Чуду Мавади Адагегевеса. Самбоджо Джерату Муайреки. Спасибо. С контрольной вас пережитой.